запись, а то дохуя не буду записывать. Рижский поход, короче, во время которого осаждал шведский гарнизон Риги. Ну, понимаете, шведский гарнизон Риги. Большая часть башкир, хотя и отказывалась платить какие-либо подати в казну, в то же время не вела враждебных действий против правительства, не нападала на русские войска, селения и крепости. В Башкирии установилась редкая ситуация, которую можно назвать ни миром, ни войной. Население пользовалось внезапно свалившейся на них свободой, игнорируя призывы губернатора приводить осак, а власти были вынуждены мириться с полной утратой контроля над краем. О, представляете? В 1709 году даже такая хуйня произошла, что Башкортостан хуй забил на Москву. А сейчас что? Почему Хазар без Башкортлар, блядь, это не можем сделать, а? Где вы, блядь? Почему татарлар это не могут сделать? Где это, блядь, нахуй? Татарлар. Где вы, блядь, остатки Казанского ханства, блядь? Где вы, блядь, сука, а? Где башкортлар и татарлар, которые, блядь, должны сейчас стать вот вместе со мной нахуй и идти на Москву, блядь? Почему мы не идем, блядь? Чем мы спим, блядь? Хз, блядь. Поражаюсь, блядь. Так, где я там остановился? Сейчас, секунду. Ну, кто, новички, если тут есть, читаю Алдар Батыр историю. Алдар Батыр. Это как бы, как Салават Юлаев, но вроде бы до него, наверное, был. Салават Юлаев после него, наверное, был. Что-то я уже сам не запутался. Итак. Окей. Однако в некоторых уголках Башкирии по-прежнему сохранились локальные очаги вооруженного сопротивления. На сибирской дороге таковым были Аилинская и Каратабынская волости, где Уракай с товарищи. Что? С товарищи? Блять, прям пиздец, как будто нахуй Лукашенко тут писал, блядь. Товарищи в тамошних местах чинят воровство. Чинят воровство, блядь. Вот это слово воровство меня бесит, блядь. Воровство, блядь. На Ногайской дороге центром притяжения антиправительственных сил была Бурзянская волость. Тема Бурзянская волость, что-то уже знакомое. Вотчина Алдар-Батыра. С Бурзяна, Алдар-Батыр с Бурзяна. Может, я уже забыл даже. Казанский губернатор Апраксин, прекрасно понимая, что только личная присяга последнего на верность царю может привести к окончательному умиротворению Башкирии, призвал знаменитого Батыра лично приехать к нему в Казань. Однако Алдар-Батыр, зная, сколь могущественно и коварна казанская партия, отверг приглашение, сказав, что ныне ему Алдару в Казань приехать невозможно. От злых воров, от Микиты и от Сидора, от Льва. Далее Алдар припомнил, что он по соглашению с Хованским отдал последнему русским пленников, а боярин в тех словах не устоял. Их полуняников, блядь, такие слова, блядь, какие-то странные, блядь, полуняников не отдал, в том числе брата Алдара, который был взят в аманаты. Мало того, господин Хованский прислал Ивана Бахметьева, блядь, нахуй двигается, сейчас, чуть-чуть, окей, лучше рука будет держать, блядь, приходится двигать. Так, Ивана Бахметьева для разорения. Таким образом, он ставил вину Хованскому вероломный набег отряда Бахметьева и калмыков Чакдорч... Блять, что за слова? Чакдорч Жаба. Жаба, блядь. Так, летом 1708 года Апраксину отказывался ехать, потому что в Казани находятся злые воры, Кудрявцев и братья Аристовы. Алдар завершил свое письмо словами, что пока последние не понесут наказание, и он государю не слуга. Пиздец, хуй забил, короче. Начался период вынужденного бездействия Алдара по причине резкого сужения социальной базы восстания. Башкирские общинники, как и большинство обычных обывателей, привыкли руководствоваться ближними целями. Результаты их борьбы в течение 1704-1708 годов были налицо, поэтому, устав от войны, они предпочли пользоваться плодами своих побед и более не ввязываться в авантюрные предприятия Алдар-Батыра. Некоторые из башкир даже были не прочь откликнуться на призыв властей схватить мятежного Батыра и говорили Апраксину, что навара Алдарка собрался ехать готовый. Было ясно, что при Урале восстание поднять не удастся. Совсем иная ситуация сложилась за Урале, где градус недовольства башкир поддерживался негативным для них последствиями русской колонизации, усилившейся в конце 17-го, начале 18 века. История вот эта нам дает отголоски такие, что мы в данный момент в таком же положении. Вот прикиньте, Руслан Габасов, Кашапчик, или там Руслан Айсин, еще кто-то там, допустим, я, или еще. Если мы где-нибудь образуемся в Башкортостане, нас в тот же день, блядь, нахуй возьмут и, грубо говоря, нахуй отправят нахуй в Зиндан. Или вообще заебенят нахуй, так скажем, блядь, вилами заколят. Шашлык сделают с нас. И что тут можно сказать? Что внутри, находясь, делая такие действия, это, наверное, происходило, наверное, в прошлом. Понимаете, сейчас такие действия невозможно сделать. Невозможно. Если вы, много примеров можно привести, допустим, Навальнята. Навальнята что сделали? Шествие туда, там, блядь, болотное, блядь, нахуй, еще что-то, блядь, и что произошло? По концовке жопа, блядь. Всех взяли, пизды дали, засунули в обезьяне. Все, пропали, нахуй. Сидят, нахуй, на швабрах, все. Поэтому внутри, когда говорят нам, люди кое-какие добрые, так скажем, блядь, надо поднимать внутри восстание туда-сюда, невозможно. Вы живете в 21 веке. Каждый день мониторите, или как это, мониторите, нахуй, новости, блядь. Смотрите, там взяли, тут взяли, блядь, упаковали, там упаковали. Блядь, маски шоу каждый день, каждую секунду. Поэтому, пока у нас не будет плацдарма, мы такие дела не можем делать. Но у Алдар-Батыра был плацдарм весь Башкортостан. Или какая-то часть Башкортостана. Зауралье. Это его плацдарм был. Ну, в это, чтобы мы сейчас взяли это Зауралье, вошли, короче, в Куанды. У нас задача. Как туда попасть, блядь? Ковер-самолет нам нужен. Или, блядь, невидимка, нахуй, блядь, плащ. Невидимка, блядь, или как, блядь, я не знаю, блядь. Что-то такое, блядь. Хуяк спустились, нахуй, и, как говорится, там образовали свой плацдарм. Это нереально. Поэтому есть только вхождение через Крым. Если, блядь, допустим, был бы плацдарм в Украине, то мы могли бы через Крым легко идти, как говорится, освобождая Крым, освобождая все по дороге, мы пошли бы, двигались бы, как говорится, в сторону Башкортостана. Конечно, по пути у нас попадается Кавказ, Кадыровщины, и в итоге их тоже надо будет, как говорится, пройти, и дальше идти уже, распределяясь по Башкортостану, Татарстану. Но кто нам это даст? Я вот сегодня комментарий написал, допустим, Цымбалюку, но пока никто нихуя ничего мне не написали, ответа нету. Я не знаю, блядь. Как мне найти связь с кем-то, который сейчас в Украине, чтобы с ними, блядь, хотя бы выйти на эфир, рассказать свое, вот это, то, что я вам рассказываю, сказать им, блядь, нахуй, что нам нужна помощь по плацдарму.
И плюс, само собой, как я всегда говорю, плацдарм, оружие и, как говорится, обеспечение того, что мы будем идти, и нам будут сзади, получается, со стороны тыла пополняться боеприпасы. Таким образом, мы могли бы содействовать, во-первых, себе, во-вторых, Украине, помогли бы, как говорится, растусовать это путерское нахуй войско, блядь, и тем самым, может быть, оно была бы колоссальной, может даже, помощью Украине, чтобы возвращать свои земли. Понимаете, блядь? Нахуя отдавать земли, ваши собственные, этому пидорасу Путину, блядь? Крым уже отдали же вы, блядь. Чего вам еще надо отдать? Я не могу понять. Поэтому я считаю, что остановка, блядь, вот этой тупой войны, вот в таком положении, это полная погибель. Погибель к тому, что вы, так скажем, ну, нельзя сказать, что, блядь, нахуй проиграли, но в ихнем лице, в узкожопомском лице, вы будете проигравший. Вот и все, блядь. А этого Путину и нужно, чтобы показать себя, что он такой охуенный, блядь, все, он вам, блядь, пидорасам обеспечил новый плацдарм, блядь, нахуй. Точнее, блядь, нахуй, разрухой, блядь, нахуй. Идите, нахуй, ремонтируйте, блядь. Примерно вот такая хуйня. Поэтому, ну, очень, так скажем, печально, блядь, в то же время, нахуй, как-то, блядь, противно даже, блядь, нахуй. Вот это противно. Я же, блядь, слушаю, несколько раз уже слушал ДВ новости, короче, да, это немецкие новости, вот этого немца, который говорил, блядь, за все время, блядь, путного немца я одного услышал, да, который нахуй послал, грубо говоря, блядь, американцев. И мне в итоге как-то вот просмотрел вот эти все примерно, да, ну, нихуя пока еще не понял, что произошло там, чего решили, блядь, пока непонятно. Но понял одно, что, блядь, европейцы, блядь, вроде бы очнулись, нахуй, после слов Трампа. Ну, так скажем, блядь, почувствовали унижение. Унижение и перескок через их головы, нахуй. И прямо, блядь, посередине Европы, а Трамп хуяк спрыгает в Москву и договаривается, европейцы идите нахуй, блядь. Вот такая херня. Поэтому так хотелось, блядь, войти в этот переговоры, блядь, туда, блядь, появиться там, блядь, да, хуяк телепорт нахуй туда, сесть с ними, блядь, на это кресло, блядь, где они там сидели, блядь, пиздели. Само собой, у меня, я языка не знаю, как-нибудь шпрехендоч, блядь, бисендоч, нахуй, что-нибудь я говорил бы, невозможно. Я сказал бы, блядь, дайте мне переводчика, и начал бы, наверное, пиздеть, нахуй, хотя бы на русском, да, не буду на татарском пиздеть, блядь. На русском, и, наверное, кто-нибудь меня бы переводил бы. Я что сказал бы? Короче, сказал бы я, Трампа, так, европейцы, слушай меня, Трампа шлете нахуй, оттуда, чтобы он не возвращался нахуй, с этого хуя, отправьте его туда, далеко и надолго, блядь, чтобы он оттуда, нахуй, не вылазил, блядь. И действуем так, сейчас, блядь, нахуй, все оружие, все бабло, нахуй, даем Украине, распределяем, нахуй, нам, Башкортостану, Татарстану, Ичкерии, плацдарм внутри Украины, мы идем, нахуй, освобождать свои земли. Все, пришло время, нахуй, расчленять эту пидорасию. Вот только тогда вам придет спокойствие, и вы будете спать спокойно, и никто у вас Нарву отбирать не будет, Финляндию никто у вас отбирать не будет, нахуй, и Киркинес, нахуй, Киркинес, там, угол Норвегии, тоже никто не будет туда заходить. Короче говоря, все, как говорится, вернется в свои круги. Но, блядь, нахуй, ну это же, блядь, нахуй, как это сказали, влажные мечты, нахуй, блядь, понимаете, блядь, влажные мечты, блядь, чьи-то, блядь. Поэтому я считаю, что эта канитель не прокатывает, и я считаю, что это всего лишь, нахуй, моя, так скажем, блядь, точка зрения, ну, так скажем, это идеальная точка зрения, по идее, блядь. Просто это осуществить должны, блядь, кто-то, нахуй, кто, блядь, вот этой хуйней рулит, блядь, да, так скажем, деньгами всего лишь, да, уж не будем что-то придумать. Деньги, да, есть, да, деньги. Допустим, был бы у меня какой-то баланс денег, допустим, да, я бы, наверное, просто бы договаривался насчет оружия, нахуй, блядь, сказал бы, так, у меня столько-то оружия, нахуй, на столько-то бабла у меня хватит на оружие, блядь, дайте украинцы, блядь, мне плацдарм, я зайду, нахуй, через вас пройду, блядь, нахуй, на Москву, Башкортостан, Татарстан. Все, вот наша задача. Но если вы помните, постоянно я искал, блядь, инвесторов нету. Какие нахуй инвесторы, блядь, все боятся, нахуй, блядь. Каждому копейка дорога, блядь, нахуй. Это, ну, кто даст, нахуй? Кому это надо, нахуй, а? Вот это только нам, мне кажется, и нужно, блядь. Никому эта независимость, по сути, не нужна, блядь. Каждый, блядь, думает о своей шкуре, блядь, нахуй. Вот и все. Поэтому, я думаю, война, настоящая, да, должна... Блядь, как заебало этот, блядь. Эфир у меня врубается, как вы не заебали.